Я сейчас такое скажу, что поверь. Ребят, ну когда вам русские рассказывают, как вам надо делать, вы почему-то обижаетесь? Нам есть чему поучиться у украинцев, но и украинцам есть чему поучиться у нас. Ну, обычно, на самом деле, весь хейт берется от бессилия. Если сравнивать с тем, что было в Беларуси в 2020 году, я не помню какого-то прям сильно вообще хейта и дискуссий в августе, ну, прям, я имею в виду вот каких-то более глобальных, наверное, чем по каким-то тактическим вопросам, до самого позднего конца осени. Просто все пытались что-то делать, и просто не было времени вот для этого белорусского традиционного бульбасрача, когда все пытаются, типа, нет я, нет ты мудак, нет ты мудак. Вот, поэтому обычно, на мой взгляд, что история с хейтом, с выяснением какими-то отношениями реально от бессилия, от обиды, потому что бессилие и так далее. Я думаю, что причину ненависти у украинцев к белорусам, конечно же, несколько. Низкая осведомленность — это раз. Большая физическая и эмоциональная боль украинцев сейчас во время войны — два. Ну и в принципе украинцы очень эмоциональная нация, очень эмоциональная. То есть, там, знаешь, типа, что-то не нравится, сразу на Майдан, либо нож из кармана достается. Третья причина — это все-таки из-за вот этих двух факторов, типа неспособность, мыслить у большого количества людей, но это во всем мире так на самом деле происходит, да, когда, знаешь, типа факты люди не могут сложить, типа, в цепь событий и стратегически там сверху вот такой point of view это сделать, да, потому что я же разговариваю, например, с кем-то из коллег там, или друзей украинских, и они говорят, ну как так? Как это самое? Белорусы, как вы могли нас так тут предать? Я говорю, чуваки, в смысле, Зеленский ни разу не встречался с Тихановской. Покупался всегда бензин, там всякие, зерно, транспортные услуги туда-сюда вот так вот гонялись, типа никакого ни санкций, ни эмбарго, ничего, типа, only business. Да, выборы не признали, но ничего дальше не произошло. То есть, типа, никакого жеста политической воли не было. То есть, давайте посмотрим ретроспективно и поймем, что все обращения Зеленского к белорусам вообще бессмысленные, То есть он обращается к Путину, окей, все понимают, что Путин гандон. Но почему он не обращается к Лукашенко, а обращается к белорусам? Вот это у меня главный сейчас вопрос. Серьезно, чувак? Правда? Это я тебе бензин продавала, что ты ко мне обращаешься? В Украине в силу размера может быть не так много знаний о Беларуси даже вот в среде политической элиты. То есть достаточно часто работают стереотипы, что вот Беларусь — это придаток России, что она всегда таковой была, что 2020 год — это был такой неестественный, абсолютно ненатуральный всплеск. И это может быть болезнь стран, которые побольше по отношению к меньшим странам, но они всегда кажутся таким чем-то менее важным. Я думаю, Зеленский прекрасно знает все, что происходило в Беларуси. И я думаю, просто есть определенные, видимо, красные линии, то есть которые различные политические акторы не могут перейти. То есть, предполагаю, условием Зеленского, не только Зеленского, в принципе, украинской стороны официально, это было в том числе один из этих красных линий — это признание Тихановской. Если вы признаете Тихановскую, условно говоря, значит, мы вам... Лукашенко можете не признавать. Лукашенко не признавать выборы, вы и так, в принципе, мы знаем, 20 лет не признавали, годом больше, годом меньше, разницы нету. Но если вы начинаете показывать, что в Беларуси власть есть кто-то другой и может принимать решения и представлять людей, значит, будем с вами говорить по-другому. Это мое предположение. Мне сравнивая Беларусь и Украину, пришло в голову такое
обобщение, упрощение. У Исаии Берлина у него было два образа восприятия людей: ежи и лисы. Что у него имелось в виду? Он ссылался там на древнегреческого поэта, который говорил, что лиса знает много маленьких секретов, а еж знает один, но главный. Очень упрощенно я бы сказал, что образ действий и образ вообще мировосприятия украинцев гораздо ближе к мировосприятию ежа. У них есть целостная концепция, как достичь счастья для себя, и вот эта целостная концепция, она составляет полностью вот всю картину мира. То есть там не должны элементы противоречить друг другу. Образ мыслей Беларуси, я, конечно, тоже чрезмерно обобщаю, но вот, может, какого-то среднестатистического белоруса, он гораздо ближе к лисьему. Нету единого правильного пути, с абсолютно разных подходов, концепций можно брать по чуть-чуть, можно их обобщать, можно их комбинировать. И, соответственно, это такой очень эклектичный способ существования. Еж в полной мере никогда не будет доволен лисицей, и наоборот, лиса никогда не будет полностью довольна ежом. Они мыслят по-разному. Это не означает, что они не могут подружиться, что они не могут действовать вместе, но у них способ действовать, восприятие мира, образ мысли у них отличается. То есть украинцев, вот есть сейчас идея всеобщего счастья, Украина должна двигаться в Евросоюз, то есть европейский выбор — это такая супер идея, которая поглощает, которая дает ответы на все остальные вопросы. У белорусов любая глобальная идея с гораздо меньшей вероятностью может прижиться. И, соответственно, вот в рамках того, что сейчас происходит, как мне кажется, что украинцев то, что не сочетается вот с их таким большим видением, рождает и эмоциональное восприятие, то, что не в рамках, то, что противоречит нашему вот этому взгляду ежа, ну, оно, наверное, неправильно. Я без этого абсолютно не делал трагедию, то есть это абсолютно нормально, когда люди различные восприятия, но она сейчас наложилась на фон, когда война, вот и все, что с ней связано, смерти людей, там, то, что украинцы вынуждены переселяться, вот все несчастья, которые на них навалились, они порождают выплеск эмоций. А выплеск эмоций, когда он ложится на благодатную почву, может порождать какие-то косвенные реакции. Благодаря тому, что я в Украине уже 5 лет, я достаточно гибко отношусь к тому, что сперва меня нахуй посылают, а потом говорят, какая я хорошенькая. Поэтому позиция украинцев про то, что вы, белорусы, противные, а потом спасибо большое за то, что купили там 3 госпиталя полевых, перегнали 500 там, тонн гуманитарки, ну еще какой-то штуки. Это вообще нормальная штука. Ну просто я, например, очень спокойно к этому отношусь. Ну это такая, вот такие люди, вот они так общаются, как бы, знаешь. Допустим, у них 3 руки вместо 2, и что мне теперь, не общаться с ними? Ну, русским, безусловно, она выгодна. Ну, всегда выгодно тому, кто хочет видеть страну и нацию слабой. То есть сейчас у нас ситуация, где Кремль, где Россия активизировала военные действия в феврале. И если вспомнить, что было в первую неделю февраля, просто огромнейшая волна хейта в адрес белорусов от ультрарадикальных украиноязычных аккаунтов с довольно странным бэкграундом. То есть можно было точно идентифицировать, что это работа фабрики ботов под контролем, ну, то есть, возможно, там разные уровни контроля, но в результате работающие на кремлевскую повестку, чтобы снизить количество друзей у украинцев. Я допускаю, что здесь есть какое-то целенаправленное, такое управляемое русское влияние, но, честно говоря, я, во-первых, не разделяю там мифы, которые часто тиражируются о всемогуществе России, о всемогуществе ФСБ, что они там судьбами людей управляют. Я часто смеюсь вот с этих сказок. Говоря про органическую и искусственную историю, она вполне становится органической, повторюсь, после того, как ты просто показываешь пальцем, вот кричите туда, и они начинают все кричать туда. К сожалению, это так работает с толпой, ну, с большим количеством людей, поэтому здесь все то же самое. Никогда белорусы не были врагами для Украины, и не может произойти такое, что за один день резко все белорусы становятся врагами.
То есть даже с Россией, начиная с 2014 года, все, что происходило, не было такого, что типа все, Украина останавливает все контакты с Россией. Ну, нельзя это было сделать, это были очень тесные связи. Сейчас, конечно, спустя 8 лет войны, с 2014 года и активизации вот этого нового этапа, более кровавого, конечно, это становится уже совсем по-другому. С июля прошлого года, 21-го, вот по началу войны, я в Украине прожил, практически все время в Буче жил. Ну вот и 24-го, когда все началось, вначале были сомнения, стоит, не стоит уезжать, но где-то вот к середине дня 24-го друзья, знакомые убедили, что, наверное, стоит. Я не могу сказать, например, что я точно вернулась в Украину пока что, потому что, ну, как бы вернулась, это когда я беру всю свою семью в виде 3 животных и ребенка и перевожу обратно в Киев, но так как здесь, так как в Украине все еще идут боевые действия, и как бы практически каждую ночь, иногда и день в Киеве воздушные тревоги, то, конечно, я сюда ребенка не повезу. То, что касается документов, мне повезло. У меня есть украинский супруг. И вчера, например, я была в миграционном офисе, и миграционный офис мне подтвердил, что, пожалуйста, конечно, приходите, продляйте ваш вид на жительство вообще без вопросов. А потом вот мы вам выдадим вид на жительство, вы сделаете себе прописку и приходите подавать дозвол на миграцию. Потому что, ну, как бы, ну да, мы раньше у белорусов не принимали, но теперь принимаем, типа, почему бы и нет. И очень все такие доброжелательные, и я прям удивилась. Я сперва подумала, что, может, это потому, что я с ними по-украински разговариваю, но думаю, нет. Думаю, потому что с белорусами действительно стало чуть легче, в том числе, мне кажется, благодаря кейсу с Анисией, благодаря тому, что, скажем так, в медийном пространстве все-таки чуть-чуть форсится история про то, что белорусы не равно Лукашенко, не равно Беларусь. То есть это типа разные как бы понятия, и особенно в Киеве, мне кажется, люди понимают эту разницу чуть-чуть получше. Хотя вчера, например, вечером я видела встречалась с одними украинскими журналистами, которые сказали, что все равно мы по медийной части и в информационном поле не дорабатываем. И нам, конечно, надо прям пушить тему, что белорусы — это не Лукашенко, а то так никто не понимает. Я говорю, ну, ребята, я понимаю, что это такой украинский национальный спорт, пиздеть вместо ворочать мешки. Я говорю, но мы все еще продолжаем ворочать мешки, поэтому, как бы, может, вы и правы, но у нас, видимо, свой путь какой-то в этом всем. То есть, ну, белорусы действиями доказывают то, что и как бы показывают свою позицию действиями. Ну, мы думаем, что в Гаине около 80 плюс-минус процентов людей из Украины. Изначально история была, что где-то еще в середине, в конце января мы запустили мониторинговую группу, пытаясь понять, что происходит. Ну и давали в основном, на самом деле, канале интересные вещи. Но в тот момент, когда начали запускать ракеты, конечно, тут вопрос уже стал не просто перемещение войск, а и предупреждать украинцев о том, что запущена ракета. Потому что, если мы говорили про «Искандер», мы могли давать информацию на 2-3 минуты, наверное, раньше, чем запускалась официальная сирена. Если речь была про вылеты бомбардировщиков и истребителей, то в зависимости от города это там от 10 дополнительных минут до 30. То есть и у людей было больше времени спрятаться в подвалах или убежищах, и у военных была возможность подготовиться. И в один момент мы даже начали обращать внимание, когда российские самолеты перестали залетать на территорию Украины, потому что очень уж быстро и легко украинцы сбивали самолеты, зная и направление, и откуда. То есть они уже были в том числе подготовлены. Я не говорю, что это только благодаря ГНУ, но я так полагаю, что в том числе и благодаря тому, что мы в момент запуска самолета, плюс наши источники еще говорили, он с боекомплектом, либо пустой вылетает, мы могли предупредить людей. Мы вчера как раз смотрели, сколько примерно аккаунтов прислало информацию за все время. Это было больше 20 тысяч человек, 20 тысяч аккаунтов, и это больше, по-моему, уже 60 тысяч сообщений.
Поэтому, когда говорят, что, мол, в Беларуси все согласны и тому подобное, но мне кажется, когда 15-20 тысяч человек, понимая риск быть арестованным там, до 6 лет, продолжают давать информацию. То есть и в активные дни, в активной стадии войны у нас было до 1500 сообщений только. Я знаю, что большое количество людей не поддерживает режим, оставаясь в стране, и им это очень сложно дается. Нам, белорусам, легко это понять, как бы, поди, расскажи это украинцам. Они не очень легко понимают этот факт. Но само появление повестки, как бы, в которой белорусы, которые против войны, и белорусы, которые, типа, остаются в рамках лукашенковских каких-то реалий, на мой взгляд, хорошая история. Ну, правда, потому что, как бы, знаешь, это такое бревно в глазу, но надо его заметить. Ну, и такие белорусы тоже существуют. Мне кажется, в каждом народе, в принципе, есть люди ок и не ок. То есть, ну, как бы, люди-говно.ком. Сегрегировать как раз-таки по принципу нормальные и так себе, а не по территориальному признаку ок. Ну, как бы, я бы поддержала такую повестку. Я, наверное, ее и поддерживаю. Ну, это попытка, как с российской этой историей «Хороший, плохой русский», на самом деле. Она довольно утопична и нереалистична. Про ебатик, мне кажется, самый показательный пример — это митинги возле российского посольства в Минске. И я всегда люблю приводить этот пример, когда на 2-миллионный город вся мощь пророссийской поддержки в Минске — это 20-30 маргиналов с флагами СССР и России, которые выглядят как чуваки, которые не успели опохмелиться с утра. Если мы поговорим про претензии. У меня, может быть, есть претензии к людям, которые просто в один момент решили: ай, черт с ней, с Беларусью, мы уже там, не знаю, в Литве, Польше, Германии, США, и вообще у нас все хорошо, и давайте мы просто начнем говорить, как все остальные делают все неправильно. Если мы говорим про людей, которые считают, которые решили бы, что быть белорусов, которые решили быть, что украинцам быть выгоднее, либо, надо же помочь Украине, а про белорусов уже всем насрать, это выбор людей, мне от этого каждый раз грустно, но каждый делает свой выбор. То есть для меня Беларусь, она как бы на первом месте, и даже если близкий знакомый или друг будет говорить: да насрать на Беларусь, давайте вообще только Украина и вообще и ты не можешь поднимать голос или там высказывать критическое мнение, я говорю: не, ребят, сорян. Для меня на первом месте Беларусь, все остальное это уже вот поэтапно. Несмотря на там 5-летний опыт проживания в Украине, конечно, я определяю себя как белорусскую, потому что, я родилась в Беларуси, я много лет жила в Беларуси, там, с эпизодической эмиграцией в разные страны или места, но я, возвращалась, и, конечно, я белорусская. Я, всегда буду делать что-то хорошее для белорусов и всегда буду максимально поддерживать всю движуху для свободы белорусов, для, нормальной жизни и нормального самоопределения. Часто про Беларусь популярна такая гипербола, что белорусы сейчас живут в концлагере. То есть если взять это за точку отсчета, украинцы их пытаются затолкнуть тогда в лагерь смерти, и там уже крематории для них подожжены. И кто в худшем положении? В худшем положении, здесь надо признать, тогда находится Украина. Вот исходя из моего сравнения концлагерь и лагерь смерти, кто тогда должен быть более, что ли, мудрым, сделать первый шаг для того, чтобы выйти в рациональную сферу? Мой ответ простой: белорусы. Первое, возвращаясь к сравнению ежей и лис. То есть у нас по определению рациональный дискурс, рациональный подход к мышлению, он в большей мере распространен. То есть это, наверное, тогда наша больше прерогатива выйти в сферу рационального и сказать: ребят, мы можем долго ругаться, долго хейтить друг друга, но давайте поищем, наоборот, точки соприкосновения и поймем, полезен ли нам этот хейт, поможет ли нам этот хейт. Вот это, наверное, ключевой вопрос. Второй момент, то, что я упомянул, украинцы в гораздо более тяжелом положении. Нам надо это воспринимать и на эмоциональный
там какой-то восклик о том, что, ну, давайте там какую-то уже совсем плохую редакцию придумаю, что вы там москальские подстилки, как иногда пишется. Ну, я бы отвечал вот в сугубо таком личностном общении. Окей, это не так, но, наверное, сейчас не время об этом говорить. Когда закончится война, мы об этом поговорим. А пока мы заняты, вот помогаем сколько можем вам и себе, и вам, и себе вместе. Это как главная прерогатива. Ну, во-первых, я не считаю, что имеет смысл хоть как-то сравнивать, потому что никто не знает вообще, что было бы, будь в Беларуси война. И хочу напомнить слова некоторых знакомых, которые уехали из Беларуси в Украину воевать и сказали, мы себя на фронте, на линии фронта чувствуем намного безопаснее, чем в Беларуси, когда ты не знаешь вообще, с какой стороны прилетит. В Украине тебя поддерживают все вокруг, кроме конкретного врага напротив тебя. В Беларуси ты в окружении, можно сказать, врагов, и никогда не знаешь, в какой момент что-то может произойти. Плюс, опять же, каждый был по-разному вовлечен в то, что происходило в 2020 году. Я не считаю, что, если говорить о событиях августа и первой недели, и том, что происходило в ноябре, и том, что происходило позже, я не считаю, что я как белорус могу сказать, что в Беларуси все хорошо и намного легче, и вообще нельзя сравнивать. Я видел достаточно много того, чего не было опубликовано, потому что, это просто нельзя было публиковать. И я не считаю, что белорусы — это такая нация с серебряной ложечкой во рту, где все хорошо и прекрасно себя чувствуют. Поэтому проглатывать либо понимать украинцев я не собираюсь. Я понимаю, что происходит в стране, я понимаю, насколько действительно жестокая война идет, но это все то же самое могло и произойти в том числе и в Беларуси, и я не уверен, что точно так же понимали бы остальные. Я не считаю, что белорусы должны себя засовывать на какой-то второй план и быть умнее или говорить, вот сейчас вначале давайте туда обратим. Нет, давайте смотреть наши национальные интересы и то, что для нас важно в первую очередь. Мы должны оттолкнуться от того, что у нас есть полифония, синергия целей. А цель Украины, достаточно просто если сформулировать, жить в свободном государстве, вырванном из имперских объятий. А цель Беларуси, разделяемая подавляющим большинством, в том числе и Ябатик, я уверен, жить в независимой Беларуси, а в том числе для большинства это тоже будет приравнено, вырваны из имперских объятий. И здесь тогда, на мой взгляд, рождается абсолютно шаблонная вещь, про которую много говорят, и правильно это надо повторять бесконечно. Без свободной Беларуси не будет свободной Украины, без свободной Украины не будет свободной Беларуси. И как искать точки соприкосновения здесь? Возвращаюсь сейчас к тому, кто должен проявить инициативу, и почему я говорю, что да, скорее это белорусы. Я уже привел два главных аргумента. С позицией то, что, ребята, сейчас вы в опасности, вы на грани жизни и смерти, поэтому мы закрываем глаза на все различия, и мы говорим о том, что мы в любом случае будем вам помогать, насколько это можем в меру нашего понимания. Если вам это не нравится, окей, я не то чтобы говорю, что давайте там подставим другую щеку, но мы говорим, давайте отложим это до завтра. Один у меня был супер смешной разговор, когда после всех моих аргументов мне чувак говорит, не все так однозначно, и я начинаю просто хохотать в голос. И я говорю, серьезно? Ну все, на этом обычно разговоры закончатся. Украинцам сложно признавать свою неправоту иногда, это правда, но мне кажется, мне супер повезло, потому что меня окружают более-менее здравомыслящие, адекватные люди, которые, даже если они остаются при своей позиции, что белорусы так себе ребята, они признают мои аргументы и говорят, вероятно, может быть, даже ты и права. Но все равно с вашей территории летят ракеты. Я говорю, послушай, мне на данный этап, на данный момент мне достаточно, что у тебя уже появилась эта возможность поворота мнения, да, окей, оставайся с мнением, что летят ракеты, и поэтому мы плохие ребята, но я буду знать, что ты знаешь о тех чуваках, которые многие прострелили, когда они переводили стрелки на железной дороге. Мне этого достаточно. И я знаю, что человек будет думать об этом, и рано или поздно он передумает. Наверное.
Я не знаю. Я надеюсь, во всяком случае, на это. Если мы будем думать о других в первую очередь, а о себе что-то там потом, не в контексте близких тебе людей, а в контексте вот таких глобальных вещей, то я боюсь, за нами никто не... только от нас зависит то, что у нас будет, на самом-то деле. То есть, если бы у Беларуси было хотя бы 10% той поддержки и внимания, как было у Украины, и есть у Украины, я думаю, не было бы и войны в Украине, в том числе и сейчас. Война в Украине не была бы возможна без участия Лукашенко и без помощи Лукашенко с Северным фронтом. Геноцида в Буче не было бы, если бы не Лукашенко, который позволил перейти границу с другого берега Днепра. Пока Зеленский будет обращаться, будет игнорировать Лукашенко, будто бы его нету, вот все хорошо вокруг, а Лукашенко это так, история со стороны, то, конечно же, о чем тут можно говорить? Не, очевидно, что офис президента Зеленского... Я очень хорошо понимаю, что такое бизнес, что такое деньги, как важно выкручиваться, чтобы было выгодно. Но сейчас такая ситуация, что деньги вообще, не имеют никакого значения, потому что Украина агрессивной риторикой может гораздо больше потерять, чем приобрести. Если вопрос, что делать, мы продолжаем делать то, что мы делаем. Люди продолжают нести ночные смены, хотя, в данный момент риск запуска меньше, чем был. Но мы продолжаем это делать. То есть мы понимаем, что хейтом, но если можно спасти хотя бы одну жизнь, лучше ее спасти. Тем более достаточно людей писали, когда говорили, что не сработала сирена в Украине, увидели в Гаюне, спустились, и в соседний корпус прилетел снаряд. Предположительно из Беларуси. Опять же, у нас нет GPS-датчиков на ракетах, чтобы сказать, что это из Беларуси было. Если бы мы говорили через месяц, два, три, сколько займет, чтобы, как минимум, повторюсь, опять горячая фаза войны закончилась, тогда можно было бы формулировать, что хотелось бы видеть от украинцев. Самым простым предложением я бы сейчас ограничился, что о себе громко сказали белорусы в 2020 году, они хотят уважения, людьми зваться. Вот иногда, когда украинцы говорят как надо, я бы в таком дружеском ключе сказал: ребят, когда вам русские рассказывают, как вам надо делать, вы почему-то обижаетесь, а почему вы другим рассказываете, как им жить и как правильно делать? Давайте все-таки постараемся сейчас, да, не самый лучший момент об этом говорить, но допустить, что других может быть другая, отличная от вас картинка того, как стоит поступать. Если благодаря фантазируем, он как-то этот хейт сможет сыграть на то, что белорусское общество, оно станет больше погружаться в повестку российского, и, соответственно, если начало войны это была неожиданность, когда российские войска сюда могли спокойно войти, и это рассматривалось как отклонение от нормы, то если русские смогут Беларусь себе подчинить уже полностью, в том числе и ментально, это банально с точки зрения и военной, и политической, это географическое такое с севера окружение Украины, создание еще источника опасности, источника угроз. Украинцы могут просто подумать, надо ли им еще один враг. Потому что, повторюсь, белорусы для них не враг. И просто ведясь на этот хейт в адрес, особенно активистов, которые максимально вовлечены, делают все возможное, чтобы помочь с украинцам, они, конечно, настраивают. И, конечно, поддержка Украины, она падает. В том числе благодаря всем таким вещам. То есть, понятно, что синхронизация пропаганды, история с оккупацией и так далее, но когда еще и люди, которые помогают Украине или поддерживают с той стороны, видят, что вы все мудаки и вообще ничего не делаете, конечно же, желание помогать, желание поддерживать падает, и получается этот конфликт двух наций, двух народов. Если украинцы хотят увидеть еще одного врага на севере, пусть продолжают, именно те, кто продолжает хейтить, пусть продолжают. Это все идеально подходит к теме, давайте найдем побольше врагов и просто рассеем внимание. Но если они почитают историю, в принципе, посмотрят про наши связи, потом еще почитают историю Беларуси и России и увидят, сколько лет воевала Беларусь с Россией в последние 1000 лет, то, мне кажется, у многих вопрос хейта резко прекратится. Никто ни разу не хочет зла
Украине, наоборот. Мы все действительно понимаем, что у нас один общий враг – это восточное государство Россия, которое внезапно решило, что они тут самые классные пацаны на районе. Нет, они не классные пацаны на районе, это просто вонючие гопники, которых нам нужно совместными усилиями как-то остановить. И как только эта мысль доходит, то белорус из врага превращается в союзника.